Я хочу перейти к следующей теме. Буквально 2,5 месяца назад на канале был сюжет о расстреле наших туристов в Абхазии. И кто не смотрел, я напомню, что 14 июня в ресторане пансионата «Самшитовая роща» в Пицунде местный житель Дмитрий Пилия выпустил из боевого пистолета две обоймы в наших туристов Тимура Салимгариева и Александра Филояна. Давайте посмотрим короткое видео. Долгое время и Тимур, и Александр хранили молчание, и узнавать подробности этого инцидента приходилось либо от каких-то случайных очевидцев, либо от их знакомых, как, например, вот в этом случае. Я попрошу видео. Мы с подругами и друзьями отдыхаем в Абхазии. Наши ребята остановились в отеле «Самшитовая роща». И в этот вечер мы отдыхали там. Мы пришли в ресторан, находящийся на территории этого отеля, заказали еды, танцевали, веселились. Со стороны подошел какой-то парень и начал приставать к девчонкам, то есть положил им руки там на плечи. Ребята наши, естественно, сделали ему замечание, причем вполне корректно, но это не помогло. У него оказался боевой пистолет. Он начал стрелять, ранил одного парня. Человек не в себе, либо под чем-то. И он просто расстреливал ребят, стрелял вокруг. Ему было все равно. Ребята боролись, он убежал, зарядил еще одну обойму и просто прибежал расстреливать их, лежащих в крови. Ужас всей этой ситуации в том, что никакой персонал отеля не пришел на помощь. То есть в конце уже люди из самого отеля приходили, а никто, то есть не охрана. Это вообще большой вопрос, как можно было пропустить на территорию человека с боевым оружием. Скорую помощь мы не дождались. Просто люди отвозили на своих джипах ребят на руках, всех в крови в больницу. Сейчас вот надеемся на то, что они придут в себя, уже даже без деталей, каким образом дальше будет складываться жизнь. Просто что выживут и все будет окей. Знаете, эта история тогда наделала много шума и в Абхазии, да и, собственно говоря, в России было очень активное обсуждение в соцсетях, было очень много хейта в абхазскую сторону, и в больницу к ребятам приехал, кто бы вы думали, министр здравоохранения Абхазии. Все это снимал местный канал. И он был так озабочен, так неравнодушен, мол, вот как же так, наши гости пострадали. Ситуация на контроле лично у президента Абхазии. Мы со своей стороны сделаем максимально все, чтобы им помочь. Впрочем, что я говорю? Давайте посмотрим видео. Заместитель главврача Сочинской городской больницы Станислав Пятаков проинформировал министра здравоохранения Абхазии о состоянии здоровья пациента. На сегодняшний день, пока состояние его абсолютно стабилизировано, удалось восполнить и кровопотерю, вывести его из шока. И что самое главное, у него сейчас есть дистальный пульс, пока признаков того, что он потеряет конечность, нет, хотя опасность это остается. В настоящий момент пока, в общем-то, конечность, ногу удалось ему и одну, и другую спасти. Спасибо. Спасибо. Да. Второй пострадавший, он находится в общей палате, состояние его средней степени тяжести, он более стабильный, в общем-то, у него нет тяжелых повреждений скелетных, повреждена стопа и есть на вылет несколько ранений мягких тканей конечности тоже. Министр лично поднялся в палату к одному из пострадавших, Тимуру Салимгариеву, и отметил, что с абхазской стороны ему будет оказана вся необходимая помощь. С нашей стороны будет максимальное содействие. Эта ситуация находится на контроле у президента Республики Абхазия. Поправляйтесь. Спасибо. Со своей стороны Тимур Салимгариев отметил, что не держит зла на всю Абхазию. Все зависит от человеческого фактора. Большое спасибо президенту Абхазии, что взял вопрос на контроль. Больница очень хорошая, врачи очень хорошие, помощь оказывают, все условия очень хорошие. Вот.
к самой Абхазии, как республике, никаких претензий нет. Вот, я все понимаю, что все зависит от человеческого фактора. Попался такой человек. Вот. То, что мой компаньон и мой лучший друг, он родом с Абхазии, вот, поэтому приехали туда к нему в гости. И были в Абхазии много раз, и как бы никогда таких инцидентов у нас не было. Вот, еще раз спасибо президенту за то, что обратил внимание. Собственно, вот на этой более-менее радостной новости все и закончилось. Но мы своих не бросаем. Я тогда сказал, что будем следить за дальнейшим развитием событий. И в дальнейшем все оказалось не так радужно, как обещал министр. Я сейчас хочу поблагодарить наших коллег, ребят из издания «Блокнот Сочи». Спасибо вам большое, потому что именно благодаря им нам удалось связаться с одним из героев этой истории, Тимуром Салимгариевым. Я хочу пригласить его в нашу виртуальную студию. Тимур, здравствуйте. Всем привет. Очень интересное видео было посмотреть, я его даже не видел из больницы. Тимур, вот такой вопрос, как я вот уже и сказал, вот все знают о случившемся со слов каких-то вот третьих лиц. Там кто-то рассказал, там кто-то рассказал. Если не затруднит, расскажите, пожалуйста, вкратце, вот какие были обстоятельства и действительно ли произошло все так, вот как до этого нам рассказывали. Ну, сразу хотелось бы сказать, там в ролике говорят, что у меня было повреждение стопы и больше скелет нигде не пострадал и пуля на вылет. Вот, у меня точнее есть 7 пулевых ранений по всему телу и в общей сложности 15 отверстий. Сломано колено, потому что 2 пули прошли через колено, на вылет через кости. Вот, и сломана стопа. Ну, в этом видео об этом не сказали. Вот. Что касается нашей ситуации, мы приехали в Сочи, мы хотели там праздновать мой день рождения, и на 2 дня перед днем рождения заехали в Абхазию, потому что мой друг там находился. Ну, хотели съездить, посмотреть все места в Абхазии, которые самые интересные. И заселились в отель «Самшитовая роща» на 2 дня. И в первый же вечер, ну и в это же время находились наши знакомые девчонки, да, в Абхазии. И мы с ними хотели увидеться, и я сказал, что лучше это сделать на территории отеля, потому что безопасно вечером на территории Абхазии небезопасно. Вот. Мы собрались в отеле, зашли в номер, я переоделся, нам сделали замечание, что мы громко разговариваем, причем это было 10 часов 30 минут. Я сказал, хорошо, охранник причем прибежал быстро на какие-то жалобы. Я сказал, хорошо, мы сейчас пойдем вниз, пересядем в ресторан, чтобы никому не мешать. Все вежливо, без конфликтов было. Сели в ресторан, заказали еды, ну, толком особо не успели даже поесть. Ну, у нас была маленькая колоночка, включили музыку, и 2 девушки начали сбоку стола танцевать. Пилия Дмитрий сидел на другом конце ресторана, кроме нас там никого не было. Подошел сзади к девчонкам, обнял вот так их руками, начал их там трогать. Они начали вырываться, он их обозвал шалавами. И тут уже как бы Саша начал ему говорить, что так себя вести не стоит. Он начал орать, что он сейчас всех постреляет. И начался словесный конфликт, после чего он достал пистолет и сразу расстрелял Сашу. Вот. Саша упал. Соответственно, я налетел на Пилия, пытался забрать у него пистолет. Во время стрельбы, ну, он начал стрелять, и во время драки, как бы он прострелил мне одну ногу. Потом мы упали вместе с ним на землю, я его начал душить. Вот. В это время он опять пытался стрелять, и у него уже закончились патроны. И какой-то человек, либо тот, кто сидел с ним за столом, либо сотрудник ресторана, меня с него стаскивает, ну, чтобы якобы я его не задушил. В это время он отбегает, вырывается, отбегает за свой столик, вставляет 2-ю обойму. Вот уже на видео, которое в интернете видно, это уже была 2-я обойма. И он просто, когда мы лежали на земле, он уже в нас ее расстреливал. Вот. Он расстрелял свою обойму полностью и покинул это место. И дальше, куда он там делся, неизвестно. Говорят, что он там пошел к своей машине или куда-то еще, по дороге спрятал пистолет. Непонятно. Соответственно, во время потасовки, да, там это было на протяжении минут 5, на территории отеля было 15 охранников, ни один охранник не побежал, не помог нам. Вот, потому что, когда я с ним боролся, если бы был один адекватный человек, этого всего можно было избежать, да, и обезвредить его. Вот, потому что тот человек меня с него стащил, а пистолет у него не забрал. Соответственно, дал ему возможность перезарядиться. Кто это был, тоже непонятно. Вот, и потом не приехала ни скорая, да, там нас сотрудник ресторана отвозил на своей частной машине в больницу. Вот. Со стороны отеля,
как говорит хозяин отеля, что они там сразу там оказали помощь, вызвали полицию. Такого не было нам, потому что первую помощь оказывали наши девочки, которые с нами были. И потом уже через какое-то время подошел охранник и помогал разрезать там на мне штаны, ну, чтобы перевязать вены, чтобы кровь сильно не утекала. И все, и нас перевезли в Сочи, там сделали переливание крови и мне, и Саше, потому что была потеря большая. Сделали А насколько операцию, серьезные достали были пули. ранения? То есть, получается, у вас вот 7 пулевых, а вот у Александра насколько все серьезно было? Я так понимаю, он более тяжело был ранен. Смотрите, у Александра было 3 пулевых, но одна пуля задела артерию, которая в ноге идет. Тазобедренная, это очень сильная артерия, и у него полностью нарушился кровоток в ноге. И там уже шло время там не на часы, там, да, на минуты нужно было все быстро делать, потому что кровоснабжения не было, и ткани начали отмирать. Поэтому была угроза ампутации ноги у него. Вот. Я Но так понял. как нас привезли в эту больницу, потом перевозили на скорой в Сочи, потом граница через абхазско-российская граница это все время занимало, и поэтому его увезли в первых рядах, меня увезли позже. Там, я на 5 часов позже в Сочи попал только. Я просто лежал там в какой-то комнате, которая без ремонта обшарпанная, на кровати, после наркоза, после операции. Условия очень жесткие. Я проснулся, рядом сидели следователи, которые пытались меня допросить, но я вообще был не в сознании, я вообще не понимал, что происходит. Меня погрузили тоже, и потом вот Саша прибыл в 5 утра в больницу, а меня в 10 в Сочи привезли. Скажите, сколько операций И в вы Сочи уже сделали перенесли? И каковы прогнозы врачей сейчас? То есть у вас, ну, я так понимаю, что основные уже какие-то риски прошли, то есть более-менее со здоровьем как? Смотрите, первая операция была в Абхазии, вторая операция была сразу же в Сочи, когда нас привезли. Вот. Потом мне сделали операцию на колено, и самая последняя операция мне на стопе. Там ставили спицы, собирали кости, потому что там все раздроблено. Соответственно, в колене тоже все раздроблено, они собрали все на железе, зашили и сняли этот аппарат Елизарова, который был аппарат фиксации. У Саши было около 10 операций, и непонятно, да, еще нужны будут операции или нет, потому что у него кости на данный момент не срастаются, непонятно по какой причине он ходит в аппарате. У меня ситуация сейчас, нужно только ждать, еще есть отеки, да, вот после операции. Колено у меня не сгибается, более-менее я уже хожу. Я хожу с костылями, могу ездить на машине, но колено очень сильно болит, отекшее. Вот. Будет оно сгибаться, не будет, это будет понятно через 2 месяца. Вот. Дополнительно нужно будет обследование еще проходить. Пока я нахожусь под наблюдением. Скажите, сколько уже ушло средств на лечение и кто его оплачивает? В общей сложности, смотрите, там 500 тысяч мы только в Сочи потратили. И сейчас на данный момент тоже на двоих уже больше миллиона точно мы потратили. Тратим мы из своих денег. Я продал даже свою личную машину, пересел на более дешевый автомобиль, потому что я не могу работать, у меня ипотека, у меня 2 детей, лекарств нужно покупать, расходы, там еда, квартплата и так далее. Костыли всякие, ортезы там на колени, да, чтобы можно было ходить. Это все стоит денег. Все не дешевое. Безусловно. Витамины всякие там и так далее. Скажите, вот у вас, когда в больнице был министр здравоохранения Абхазии, вот если без камер, вот вы вживую общались, какую помощь он обещал и что из этого действительно было сделано? Смотрите, он обещал взять то, что президент Абхазии эту ситуацию держит на контроле, что нам обещают оказать любую помощь, да, которая нам нужна будет. И потом уже вышла статья, министр здравоохранения Абхазии, в интернете даже есть эта статья, сказал, что нам окажет всю помощь и выплатит компенсацию. Соответственно, никакой помощи нам не оказали. Нас в больнице лечили как обычных пациентов. Больница на самом деле очень хорошая, да, там всех лечат хорошо. Нельзя сказать, что кого-то хуже, кого-то лучше. Всех по полюсу, это государственная больница. Врачи очень хорошие, добрые. И, им большое-большое спасибо огромное, что и Саше и ногу спасли, и меня лечили. Очень добрые. Знаете, есть такие врачи, которые можно было даже мамой называть. До такой степени они добрые, отзывчивые люди. Вот. Им большое спасибо. Но заслуги президента Абхазии, министров в этом никакой нету. Соответственно, нам обещали, потом позвонил
какой-то министр из Министерства здравоохранения России, и также обещал нам оказать какую-то помощь и сказать, что если нам понадобится помощь при транспортировке из Сочи в Москву, они нам помогут. Соответственно, я написал, главврач больницы написал официальное письмо туда, перед тем, как меня выписывать. На письмо ответили только после того, когда я уже вернулся в Москву, и написали то, что вам нужно не в Министерство здравоохранения, а писать в какой-то отдел. Вот. Ну, короче, непонятно. В итоге мы летели за свой счет, нам никто не помогал, мы сами договаривались, прилетали друзья, там 3 человека, да, то, что там помогали грузить, это, ну, сами понимаете, сколько это стоит в деньгах, все эти перелеты и перемещения, гостиницы и так далее. Вот. И они просто, все министры Абхазии, они просто, как будто их и не было. Никто на связь не выходит, никто ничего не говорит, никто ничем не помогает. В больнице во всех очередях стоим, в общей очереди, все как обычные люди, поэтому сказать, что нам кто-то помогает, ну, этого нет абсолютно. Я понял. Вот если быть абсолютно откровенным, вот те слова из вашего интервью, когда вы сказали, что не держите на Абхазию зла, что более-менее все хорошо, что это тот инцидент с обычным человеком, мол, все в жизни бывает. Вот скажите, на тот момент вы правда так думали? Или все-таки вас, ну, как-то попросили в формате, ну, вы слишком жестко не высказываетесь, давайте не будем людей тревожить, ситуацию нагнетать, в общем, ну, ничего уже не изменишь, образно говоря, вы, понял. Пожалуйста, пойдите навстречу. Не, на тот момент, как бы, я говорил, как бы, ну, как есть, да, на самом деле, потому что у меня, ну, мой друг, лучший друг и компаньон, он сам родом с Абхазии, как бы, у него там бабушка и дедушка живет. Ну, это хорошие люди, да, я знаю, я был там несколько раз и знаю, что там есть много хороших людей, но у меня, как бы, отношение все равно поменялось, потому что, когда начали выходить статьи в интернете, да, и СМИ, мне начали угрожать и писать люди с Абхазии угрозы там, что... И очень много женщин, да, писало негативные информации, и мужчины писали, что лучше бы вам голову отстрелили. Ну и на самом деле, что там находится очень много вот таких негативных людей, которые, в принципе, небезопасны для общества. И мое мнение в отношении этой республики поменялось, да, что, ну, на самом деле там небезопасно. Потому что если они так... Я заходил на странички этих людей, и они в открытую там с автоматами там фотографируются, знаете, и выкладывают спокойно эти фотографии и чувствуют себя безнаказанно. И То есть это не то, что какие-то родственники того же самого Дмитрия Пилия, да, взяли левых аккаунтов, сделали, да, и с них стали угрожать. То есть это официальные, ну, нормальные аккаунты, не фейки, на которых реальные люди вам вот это писали. Да, это обычные люди, да, и, ну, если зайти там во все группы в Инстаграме, там, где с Абхазии там выкладывали там эхо Абхазии и так далее, там очень много негативных комментариев именно от местных жителей Абхазии, которые говорят, что мы виноваты сами, что мы так себя вели, но с нашей стороны, как бы, ну, мы люди вообще воспитанные, добрые, позитивные, да, и мы ничего такого не сделали, чтобы в нас можно было всадить 2 обоймы, да, с боевого пистолета. Все можно было решить на словах, как бы, и, ну, человек сам виноват, и он подошел, оскорбил наших женщин, да, и сходу на него никто не накинулся, да, мы начали вести диалог, разговаривать, даже после этого. Но человек не пошел на диалог, он все переводил в конфликт, ну, начинал орать и так далее, как бы, ну, неадекватно. И таких, как он, там на самом деле много, потому что, ну, очень много писали мне людей, которые там пострадали, да, в Абхазии, и которые не смогли не добиться ни справедливости, ни каких-то наказаний, да, для тех людей, которые с ними это делали. Все боятся, все запуганы, и никто не хочет даже раздувать там этот конфликт. Поэтому, ну, там много хороших людей, но и плохих там тоже хватает. Слушайте, к вам поступали какие-нибудь предложения, может быть, от родственников Пилия по поводу того, что давайте решим вопрос, давайте как-то замнем, вы скажете, что претензий не было, то есть были какие-то такие предложения? Смотрите, была информация, когда мы лежали в больнице, в первые дни с нашими друзьями связалась его семья, ну, его отец или кто там, просто я не в курсе, потому что не со мной общались, и предложили встретиться. Ну, соответственно, я и там мои друзья, никто на это не пошел. Мы нашли человека, который купили ему билеты, оплатили его услуги, сняли ему жилье там, да, с ночевкой. Он ездил в Абхазию и встречался с его семьей, с его братьями, с отцом, с дядей. Вот. Ну, общение проходило все в культурной форме, там, без конфликтов. Они признали, да, что он поступил неправильно,
вот, что они готовы заплатить компенсацию, но денег у них на данный момент нету, и нужно время, что они будут собирать и так далее. Но взамен они потребовали, чтобы мы не придавали огласке этой ситуации, не давали интервью и так далее. Вот. Я как бы сказал, что меня это не устраивает, либо сразу, да, там решаем вопрос, они выплачивают компенсацию, да, и мы закрываем этот вопрос. Если они сразу такой гарантии не дают, то, соответственно, и как бы меня это не устраивает, и слушать их обещания, ну, верить им тоже как бы нету доверия к таким людям. Потому что люди, если бы хотели, они бы сразу закрыли вопрос. И скажите, вот последний И человек вопрос. уехал. Да, договаривайте, Тимур. Да, человек уехал, и у него получилось взять телефон как раз хозяина отеля, и с хозяином отеля я потом созванивался. Ну, потому что я лично считаю, что хозяин отеля виноват в этой истории. Потому что он дружит с отцом стрелка, вот, и они лучшие друзья с его отцом, да. И, соответственно, сам Пелия зашел спокойно на территорию с оружием, потому что у них там родственные связи. И хозяин отеля нас обвинил, что мы сами виноваты после этого. И он не обеспечил нам безопасность, не оказал медицинскую помощь, вообще ничего не сделал. Извинился, вообще ничего не сделал, грубо говоря. Вот, поэтому на него у меня больше всего, конечно, злость. И на диалог он не пошел, тоже начал конфликтовать. И, короче, не получилось с ним договориться по-любому. И вот сейчас вот после всего того, что случилось, поедете ли вы когда-нибудь снова отдыхать в Абхазию? И можете ли вы рекомендовать это каким-то своим знакомым или друзьям? Ну, вообще я могу сказать, что возможно там отдыхать безопасно только пожилым людям, да, которые никому не интересны. А молодым людям, ну, я лично туда больше не поеду, да, и, соответственно, молодым людям с красивыми женами тоже не советую туда ездить, потому что есть риски того, что будут приставать. Соответственно, либо это просто терпеть и смотреть на это унижение, да, либо туда просто не ездить, там, а конфликты до чего доводят, вы сами видите по нашей ситуации. Лучше ехать в Крым, Крым наш, там безопасно, красиво, и море тоже хорошее, есть очень много хороших мест, поэтому лучше в Крыму. Я понял. Ну что ж, Тимур, спасибо вам большое. Спасибо за то, что рассказали всю эту историю, поделились. Я очень желаю здоровья и вам, и Александру. Надеюсь, что все-таки все будет в этой ситуации хорошо. И опять-таки будем следить за дальнейшим развитием событий.